И мы сегодня в канун 15-летия подписания договора между президентами Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным и президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко 2 апреля исполняется 15 лет. И вот в канун этого мероприятия мы проводим в вашей библиотеке замечательную библиотеке, в замечательном коллективе, и посвященной творчеству народному писателю Республики Беларусь Короткевичу. Общество белорусской культуры считает своим долгом вручить благодарственное письмо директору Национальной библиотеки Белорусской Республики Калининой. Уважаемая Галина Гавриловна, общество белорусской культуры Белорусской Батьковщины выражает искренние слова благодарности за многолетнее сотрудничество. Ваш вклад в пропаганду белорусской культуры и укрепление дружбы между народами Удмуртии. Спасибо. Когда я читаю литературу народов России, Короткевич для меня стал новым именем. Он менее известен, чем его друг, чем его коллега Василий Быков, Светлана Алексеевич, которая подняла тему войны. Мы уже говорили с вами о том, что белорусская тема войны одна из излюбленных тем. Каждый четвертый белорус погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Это живая боль, это живое горе, это трагедия. Василий Быков с его психологическими повестями, которые имеют библейские притчеобразные традиции. И Светлана Алексеевич, уже у войны не женское лицо, они своим трагизмом, драматизмом хорошо вписались в историю российской и мировой литературы. Неизвестен, малоизвестен, потому что, во-первых, он был мало переводился, и «Дикая охота короля Стаха», переведенная на русский язык, тут же с прилавков сметалась, потому что это очень популярный, очень интересный роман. К сожалению, тиражи были небольшие. Именно, может быть, от того, что он был очень самостоятельным, независимым, не обласканным властью, его критиковали много. Даже есть подозрение, у него было, по крайней мере, подозрение, что продолжение вот этого его романа «Колосы под царьком твоим», что вообще КГБшники, извините, украли, пока он был в Крыму. То есть у него квартиру почистили неизвестно кто, и, как он сказал, выносили то, что надо было, били ниже пояса. Вот. Поэтому, мне кажется, его надо изучать, его надо читать, потому что действительно очень разносторонний человек, очень многогранный. Да, писатель, да, поэт, эссеист, литературный критик. Закончил высшие, сначала литературные курсы в 60-м году, потом высший сценарный в 62-м. И как сценарист он сделал тоже, по крайней мере, 2 фильма, «Дикая охота короля Стаха» и «Черный замок Ольшанский». Это фильмы, на которые в советские годы народ шел толпой, валил валом. К сожалению, его документальных фильмов мы не видели, но я думаю, что все-таки у нас все впереди. Сейчас есть интернет, при желании можно все найти. Поэтому, а вообще-то его не зря называют, во-первых, основоположником исторического белорусского романа, во-вторых, жанр исторического детектива, который в «Дикой охоте короля Стаха» воплотился. И человек, который так любит родной язык, так любит родную землю и историю, естественно, с его талантом он не мог написать об этом, не задевая других. То есть давайте почитаем, и тогда лучше узнаем и поймем. Поэтому приглашаю всех к нам в библиотеку. Как всегда, в литературном мире происходит таким образом, что сколько людей, столько мнений. Популярен был или не популярен. Для меня, например, Владимир Семенович Короткевич был всегда идеалом, позволю себе сказать так. Потому что здесь не должно быть спора. Он был известен или неизвестен, тут нет спора. Вот я буквально недавно узнал, что есть в Америке удивительный, гениальный, прекрасный, талантливый поэт, писатель Скотт Мамадей из племени Чиптева. Кто его знал? Я не знал. Да, и поэтому мир разделить на то, что он популярен или не популярен, это невозможно. Каждый идет своей дорогой, и каждый находит свою цель.
И в разговоре Владимира Семеновича Короткевича мне восхищает самое главное в разговорах о нем – это его жизнелюбие, его деликатность, его интеллигентность, его мощнейшая база. Он происходил из старинного шляхетского рода. И вот на такой же встрече, когда ему было 41 лет в городе Брест, он подписывал свои книги, и к нему подошла приятная, симпатичная дама, до 40, ему, да, 41 год ему было, и эта дама преподавала историю КПСС в местном вузе и говорит: ну что вы вот такие маленькие книжки пишете, а вот бы написать вот такое солидное, как Колосья под серпом твоим. И Короткевич говорит: извините, это мой роман. И вот с этого времени они познакомились с этой женщиной, и она вышла за него замуж. Вот. С течением времени, значит, она переехала в Минск. Когда эта женщина появилась, это практически его любовь. Они жили всего лишь 7 лет. Я не хочу ошибаться, но, по-моему, ее звали Бронислава. Валентина Брониславовна. Валентина Брониславовна, да, вот Валентина Брониславовна, они жили 7 лет. И вот это было счастье Владимира Короткевича, правда, короткое счастье. Вот. И когда она умерла, он остался один, и началась травля, бешеная травля. Леониды возвращаются на землю. Это порядка нескольких лет было. Вот. Потому что в этих произведениях, в частности, Леониды возвращаются на землю, перед читателем СССР предстал совсем другой автор, ни на кого не похожий, ни на кого не похожий. Он учился, конечно, на высших литературных курсах, в 60-м году закончил, потом высшие сценарные курсы, но с детства, зная польский язык, в его семье, насколько ребята и рассказывали, было такое пристальное внимание к западной литературе. И поэтому дикое полевание короля Стаха это было уникальным явлением. Совершенно уникальным. Я помню еще студентам, мы смотрели, бежали на этот фильм. О чем? Почему был неугоден, стал неугоден? Я не скажу, что вот он уж совсем изгоем стал или что, но он был не в президиумах каких-то собраниях Владимир Семенович Короткевич, а просто в том значении, что именно он начал глубоко копать историю своего народа. И основной государственной идее это не нравилось. Догорел за брамой небокрай, месяц поміж воблачкаў плыве, выйду зноў, як у мінулы май, босонож пройдуся по траве. Дымная студеная роса, темные в траве от ног сляды, а такого рослого ауса я не бачыў доўгія гады. Бач, хмызы спляліся, як паветь, светляки нехтять, гараць святлей. Перед тым, як звонка ў лозах петь, прочищая горло соловей. Лашчется трава до босых ног, с дальних поплавов плыве ракой, ледь прикметный, сонный холодок, подых юни, уходячи моей. Поимчать за ёю на уздогон, хоть и сходишь, все одно подман, где коханье тых минулых дзён, весних парков, безовый туман, весенних парках, сиреневый туман. Нават шкадаванне, дзе яно, зноў вясна, і жаль знікае зноў, так губляють пах перед весной сохлые стяблины полынов, тихо цмокая. У сне рака, о, як добра, як пригожа жить. Раска, як русалчина луска, на воде от месяца горить. А вокруг
травицы росный рай, и береза белая семья, мой шаровный белорусский край, батюшка светлая моя. Мы от нас, белорусов, подарим библиотеке Национальной республиканской библиотеки, или раньше я назвал Владимир Ильичанин. Вам больше приходят, больше читают, и пускай будет. Книга замечательная, да, она будет доступна всем нашим Да, читателям. книга очень издана Вообще прекрасно. прекрасно. Я думаю, что Кстати, сравнительные славянской филологии, украинский, белорусский и русский. да, я думаю, она будет полезна Анна Сергеевна Студентам, для ну и английский. студентов, для филологов. Чудная книга. Позвольте вручить также благодарственное письмо главному библиотеку отдела литературы Национальной библиотеки Ватяковой Александре Николаевне. Спасибо. Мы надеемся, что мы много еще с вами проведем. Большое. Я надеюсь, что все посмотрят еще поближе, познакомятся с материалами выставки. И вот эта книга, которую говорил Владимир Николаевич, она, собственно, украшение нашей выставки. Здесь материалы довольно-таки интересные. Частная биография самого Владимира Семеновича Карповича. Посмотрите, поизучаете. Спасибо. Руководитель Центра чтения Национальной библиотеки Удмуртской Республики Ирине Николаевне. Спасибо. Позвольте вручить также благодарственное письмо главному библиотекарю отдела по связям, да, с общественностью, да, библиотеки Прониной Надежде Михайловне. Надежда Михайловна, вам уже давал слово, я тут Я хочу сказать, что тоже очень долгие годы мы вместе сотрудничаем, много провели различных мероприятий, и я очень рад, что она остается такой же активной. Активной. Она поднимет кого? Я не забыл